уважаемые зрители. И этот выпуск нашей передачи мы посвящаем памяти профессора МГУ Ацамба Фериды Мустафовны. Антон Львович, здравствуйте. Спасибо, что вы нашли время для нас. Я понимаю, что вы это сделали в первую очередь в знак уважения, в знак памяти вашего научного руководителя, профессора Фериды Мустафовны Ацамба. Я посчитала нужным и важным пообщаться с вами именно в этот день, вот в день рождения человека, которого мы с вами очень уважаем. Но я думаю, что вы знали гораздо лучше ее, Фериду Мустафовну, и как человека, и как ученого. Я короткое время вот общалась с ней тоже в МГУ. Расскажите, пожалуйста, как вы оказались аспирантом вот у Фериды Мустафовны, как произошел выбор темы вашей кандидатской диссертации «Западная Грузия в первой половине XIX века. Трансформация традиционных институтов». Начнем с этого. Спасибо большое. Я рад вас приветствовать, всех телезрителей. Спасибо большое за эту возможность. Это действительно очень важно. Фериду Мустафовну помнили всегда. Но сейчас действительно это вековой ее юбилей. Я думаю, много людей в разных концах, наверное, даже света, не только нашей когда-то большой страны, кто учился у нее, и даже хотя бы кто хоть раз соприкасался с ней в жизни, сейчас ее вспоминают. Спасибо вам, в вашем лице, абхазскому телевидению, что вы тоже это помните и даете возможность людям, которые прожили значительную часть своей жизни, гораздо больше, чем я, рядом с Феридой Мустафовной Ацамба, тоже рассказать пару слов, вспомнить ее вместе с вами. Ее аспирантом я стал до самой Фериды Мустафовны и, наверное, в целом совсем нестандартным образом. И во многом благодаря ее человеколюбию, скажем так, это самое малое, что можно сказать, потому что я, отучившись несколько лет на факультете журналистики МГУ, через дорогу от того места, где практически всю жизнь проработала Ферида Мустафовна Ацамба, я имею в виду родной для нее Институт стран Азии и Африки МГУ, это факультет, один из факультетов Московского университета, который так называется. Но вот в какой-то момент я понял, что я журналистом быть не хочу, а хочу быть историком, хочу заниматься Кавказом. Я начал заниматься разными языками, в том числе грузинским, осетинским, тоже я пытался его изучать. И где-то к концу 3-4 курсу мне сказали, что буквально через дорогу от нас есть такой человек, я только услышал тогда ее фамилию, имя, отчество, который, может быть, мог бы мне помочь в работе над этой диссертацией. А проблема действительно была не шуточная, потому что специалистов в этой области не было. И собственно, меня в один прекрасный день с ней познакомили, и я как-то пал ниц перед ней и сказал: Ферида Мустафовна, кроме вас некому. Для нее это было сложное решение, я хочу сказать, почему. Потому что Ферида Мустафовна была человек такой всегда очень принципиальный и в высшей степени профессиональный, чего, может быть, нам сейчас не хватает в нашей повседневной жизни, таких людей. Качеств у него было очень много, но одно из них было вот это. А что я имею в виду? Она сказала: деточка, я, конечно, историк, но я историк-арабист. Я Кавказом не занималась, да, в Грузии, на территории Грузии я родилась, я грузинский язык, как равноабхазский, староосманский тоже знаю, но я не специалист. И, в общем, стоило немалых усилий лично мне, нескольким моим коллегам, которые, в общем-то, в меня поверили, переубедить Фериду Мустафовну, и, наверное, может быть, в первый раз в жизни она отступила от своих принципов и взяла научное руководство не над историком-арабистом. При этом она даже сказала, что, несмотря на знание моего турецкого, современного турецкого языка и такого вообще очень мало известного языка, как староосманский, на котором говорили в Османской империи, я себя даже не считаю тюркологом, а вы меня хотите подбить на что-то совсем уже для меня не свойственное, но тем не менее она такое решение приняла, и уже тем самым, только этим она, в общем, сделала, наверное, очень крутой поворот в моей жизни, потому что, альтернативы
этому не было. Я, естественно, об этом не пожалел и надеюсь, что, ну, мне так хочется верить, что Ферид Мустафовна тоже. Ну вот прошло буквально там 3-4 года, наверное, чуть больше, прежде чем я вот защитил диссертацию на ту тему, на которую вы сказали. Собственно, вот так я вошел. Не знаю, мои коллеги, наверное, уже об этом упоминали, тех, кого вы опрашивали до этого, или будут упоминать в ИСА, среди вот востоковедов. Такое было понятие, как ацамбист, такой идентификационный знак. Ты ацамбист или не ацамбист? Вот, ацамбистами хотели быть очень многие, и, наверное, даже больше, чем их было в реальности. Вот. Ну, особенность моего случая только в том, что я стал ацамбистом вот с единственной, наверное, с такой темой, которая для нее как бы не являлась профильной. Ферид Мустафовна была очень таким педантичным и точным в деталях человеком и никогда не претендовала при всей широте ее знаний, познаний, знания количества языков, она четко вот как бы старалась сохранить эту нишу и оставаться профессиональным историком-арабистом. Хотя вот арабский язык — это единственный, как я понимаю, из ее языков, который он приобретенный. То есть она его выучила, а все остальные для нее были родными. Я имею в виду абхазский, грузинский, турецкий. То есть это те языки, на которых говорили люди вокруг нее в самом начале ее жизни. Когда мы с ней познакомились, это случилось там же в МГУ, как раз я училась в аспирантуре, но на истфаке, мы начали общаться, и я, когда услышала ее абхазский язык, я была в шоке, потому что я понимала, что этот человек вообще родился вне Абхазии. Она родилась в Аджаре, это вот из батумских абхазов, они потомки вахаджиров и так далее. Вообще она из такого знатного княжеского рода, про ее семью мало кто вообще не знает, вот, скажем, в нашем регионе. И, в принципе, она совсем молодой девушка, уехала оттуда. Но в этой небольшой абхазской общине, в оазисе, она выучила язык, который пронесла через всю свою жизнь. Она говорила на языке абхазском, возможно, даже лучше и более колоритно, чем я. Скажите, в процессе работы над диссертацией, каким она была научным руководителем? И еще вот сегодня, только сегодня, вот я начала читать вашу работу. Вы с Фаридой Мустафовной в результате выстраивания вот этой концепции вашей работы, я не говорю о деталях и нюансах, оказались на одной позиции. Как вы сотрудничали, когда делали эту работу? Очень интересный вопрос. Вам за такую тонкость, вы все правильно очень поняли. Но я могу сразу сказать, у нас не то, что не было никаких противоречий с ней, иначе, ну, просто мы бы, наверное, не сработались. И здесь, конечно же, и как у старшего человека, это ее, в первую очередь ее заслуга, потому что вот феномен таких людей, как Ферид Мустаф, ну, в моей жизни это единственная была, к сожалению, встреча, может быть, будет еще, так сказать, Бог судит, что называется. Но у Ферид Мустафны это было нераздельное человеческое и профессиональное. То есть она была много кем, но она была вот педагогом в высшем смысле этого слова, педагогом от Бога. И просто когда я появился в ее жизни, ну, если я вот сейчас боюсь ошибиться в цифре, в итоге она подготовила же, по-моему, даже больше 20 кандидатов наук и порядка там то ли 5, то ли 7 докторов. Ну, вот чтобы телезрители понимали, наши зрители, это феномен сам по себе. Я не встречал ни в Московском университете, ни в других вузах преподавателей, которые выпустили вот столько кандидатов наук. Я не говорю уже о простых студентах, магистрантах, там, бакалаврах, когда в итоге они появились. Поэтому Ферид Мустафовна к тому моменту, как мы встретились и начали с ней работать, потому что она все про жизнь знала, и, естественно, она имела свой взгляд на все вещи, и она была человеком крайне чутким. Вот то, что называется учитель, даже педагог — это скорее такая профессия, да, там для статистики. Она была учителем, и, конечно же, вот проживя такую очень длинную, очень богатую разными событиями жизнь, и будучи на самом деле, что не менее важно, профессиональным таким историком от Бога, а ей, естественно, чужды были всякие крайности любого рода, и она их сторонилась. И требовала от своих учеников тоже профессионализма.
А что это значит? Профессионализм – это в первую очередь, да, история наука не точная, вот, но она не терпела вот какой-то ангажированности в любую сторону. Я сейчас даже не про политику говорю, а просто про ангажированность, как вот такое слепое следование какой-то одной точки зрения, какой-то доктрине и так далее. Поэтому мы с ней работали, ну, что называется, душа в душу, и она, как опытный просто человек, много раз, в общем-то, видевший разные судьбы, разные работы, она никому никогда ничего не навязывала. Вот. И она очень уважала точку зрения, особенно если она аргументирована своих учеников. Она руководила, вот она любила говорить так, что такое руководитель? Это тот, кто водит рукой, да, в буквальном смысле этого слова. И она действительно ей водила. Но она никогда не делала это как-то резко, безапелляционно тем более. Она подталкивала, подсказывала и помогала найти какой-то свой путь в целом науке и в рамках данной темы. Вот. И она вот особенностью еще было то, что Ферид Мустафовна никогда, как бы вот она требовала, наверное, даже от нас, от всех, чтобы на какой-то текущий момент политическая конъюнктура в работу вмешиваться не должны настолько, насколько, конечно, это возможно. Вот, и поэтому у нас не было никаких, тем более идеологических разногласий, если только каких-то вкусовых, что называется, таких стилистических. Вот. И она, я не думаю, уверен, что не только со мной, но и со всеми она дала возможность реализоваться каждому, но, естественно, вот требуя профессионализма, требуя ответственности, и она очень не любила то, что она называла всякой трескотней, вот, и я думаю, ей это удалось на самом деле. А что вот касается языка, я тоже не могу мимо этого пройти. Абхазский оценить мне, естественно, было сложно, но вот в тех редких случаях, допустим, когда она при мне общалась со своими соотечественниками, ну, вот я понимал, что, как вы правильно сказали, она уехала из села Ангиса в Батумском районе, если я не ошибаюсь, ну, еще ей не было 20 лет, родилась Да. она, соответственно, в 22-м году, да, а мы с ней встретились в 2000-х. Вот. Но это производило впечатление. Я могу сказать, что у него такой же феноменальный, такой же рафинированный и такой же чистый был грузинский язык с аджарским акцентом. Вот. Полагаю, что и турецкий тоже, поэтому она была человеком очень богатым благодаря вот этому многоязычию, трехязычию, которое ее всегда окружало. И причем она знала не только вот разговорный язык всех этих языков, она читала и турецкую литературу, я как сейчас помню, Нархана Пхмука, Нобелевского лауреата, она читала турецкого писателя в оригинале. Фарида Мустафовна была советским ученым, скажем, да, как вы говорите, с очень, ну, с таким фундаментом, с такой серьезной базой, наверное, поэтому, насколько я понимаю, она уже после развала Советского Союза как-то переживала за те процессы, которые начались в образовании, в подготовке кадров. Я как-то у Наимыни Фляшевой прочитала выражение, но с ее слова это было сказано Феридой Мустафовной в сердцах. Я сейчас попробую найти, процитировать. «Нельзя же вечно быть Дунькой, рвущейся в Европу». То есть я так поняла, что ее возмущали нововведения в виде новых стандартов и так далее. То есть вот это, как уже начали относиться к подготовке кадров, в том числе, конечно, арабистов, это ее очень волновало, и похоже, что много ей не нравилось. Что вы об этом знаете? Это так и есть. Ферид Мустафовна была в полном смысле советским человеком, интернационалистом. Она никогда этого не скрывала и этим гордилась, и очень скептически относилась, скажем так, к людям, которые очень быстро меняли свои взгляды, особенно на рубеже 90-х годов. Кому-то, может быть, казалось, что она была излишне традиционной, по-жесткому традиционной, но она была принципиальным человеком, и она от этого до конца своей жизни не отказалась. Она действительно
Это вот фраза Наима Аминовна совершенно правильно воспроизвела, она часто ее повторяла, ей претило попытки слепо копировать западные модели, западные практики. Вот. И она, конечно, абсолютно верила в силу советской школы, советской высшей школы, и, в общем-то, не видела ей никогда альтернативы. И всегда об этом говорила и выступала за самодостаточность, потому что и действительно переживала, когда ей казалось, и зачастую, или в большинстве случаев даже не казалось, мы теряли вот тот фундамент и те ценности, которые были наработаны за десятилетия в советской системе высшего и не только высшего образования. Честно сказать, я думаю, ее вот уже 6 лет как с нами нету. Я думаю, чтобы не все бы она одобрила из того, что было после нее. Если говорить о бакалавриате и магистратуре, то, которая сейчас активно эта тема дискутируется, я думаю, для нее альтернативы не было. Я имею в виду той вот нашей советской системе, которая сейчас называется специалитетом. Она вам преподавала, вы слушали ее лекции. Мне интересно, вот вообще она в коммуникации, в беседе, она была очень интересная. Мне интересно, какой она была в студенческой аудитории. Годы своего обучения в специалитете, то, что называется, я провел на факультете журналистики и вот был лишен возможности слушать ее лекции. Я только слушал то, что о них рассказывали. Те мои коллеги, которым это посчастливилось учиться у нее, слушать ее лекции, быть у нее на семинарских занятиях. И, в общем-то, это было, ну, как бы я понимаю, что я много упустил, даже в пересказе других людей. Я с ней принимал несколько буквально раз экзамены, когда был аспирантом в рамках своей аспирантской практики. Вот это тоже было на самом деле искусство. Она во всем была гармонична, то есть она, я говорю, человеческое и профессиональное в ней было нераздельно, она этим жила, это не была для нее работа. Вот когда ты с 8 до 6 ты один, а потом ты другой. Она действительно, кстати, мне кажется, она в первую очередь была учителем, преподавателем, потому что она оставила немало работ, но не так много, как она могла бы их написать, если бы она меньше занималась преподавательской работой, преподавательской деятельностью, потому что все-таки большую часть времени она работала со студентами, с аспирантами, вот, и в меньшей степени, так сказать, она не гналась за монографиями никогда. И вот, ну, наверное, те, кто ее не знает, так удивятся. Она так и закончила свою жизнь кандидатом наук. Да, 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 Она, да. я врать не буду, пыталась ли она это сделать, но не на моей памяти точно. Докторскую диссертацию она не защитила. Она была профессором, правила это позволяли, почетным профессором Московского университета Виктор Антонович ей присвоил. Но она так и осталась кандидатом, и она всегда этим гордилась и ничуть не чувствовала своей какой-то там ущербности и так далее. Потому что для нее главное это было, видимо, она вот черпала силы в этом, потому что ну, 20 человек кандидатов это вот те, кто защитился, а огромное количество людей, которые прошел через ее руки, их просто не сосчитать. И в этом вот это был источник ее вдохновения, источник ее долголетия. Она ну, точно не могла находиться вне аудитории. И поэтому все, что касается работы со студентами, о чем вы спросили, лекции, семинарские занятия, тут я только могу судить по рассказам, а живое общение, то есть она ну, приходила, как она сказала, и вот я навсегда, наверное, запомнил ее эти слова, что преподавание – это рутинная, такая, может, даже муторная работа, она ее сравнивала с бегом 40-й лошади по кругу. То есть вот те коллеги некоторые, которые наши пытались там как-то ярко реализоваться в этой сфере, но обычно терпели фиаско, потому что это каждый день рутина. Это надо приходить, и тоже она любила эту арабскую поговорку, игольным ушком копать колодец. Да, вот что такое работа над диссертацией, когда ты научный руководитель, это вот такая рутина, по зернышку надо зерна от плевел отделять. У нее было, конечно, колоссальное терпение. Вот, но у меня не то, что у меня его нет, я редко не встречал, может, людей настолько терпеливых, но она тоже, это было не терпение, когда ты себя сдерживаешь, а это любовь к человеку. Она была на самом деле очень большим гуманистом.
Вот как бы это сейчас не прозвучало в современных условиях, она любила людей, она умела их слушать, она умела с ними работать, как бы мы сейчас сказали. Но для нее это была не работа, это была жизнь, поэтому это легко давалось. Это не преодоление было, а наоборот, это для нее был такой вот именно источник вдохновения. Она от людей не уставала, а вокруг нее всегда очень было много людей. Я ее застал уже в тот период жизни, когда, ну, Слава Ферид Мустафовна, самбо, она, так сказать, шла впереди нее, да, то, что называется, и люди к ней тянулись, и вот тот день, в котором мы сейчас с вами разговариваем, день рождения ее, это, ну, даже не вся кафедра, а весь институт был полон людьми, все приходили ее поздравлять, и она, как вот парадокс, у меня, например, очень плохая память на имена, а она помнила всех людей, фактически с которыми она соприкасалась в жизни, не говоря уже об ее учениках, которые к тому моменту там самим могло быть по 70 лет, допустим, по 60, и которых она могла не видеть несколько десятилетий, она по имени, по отчеству всех помнила. Это тоже вот в моем понимании такая черта людей старой школы, в хорошем смысле. Вот она, у нее в сердце жили все, на самом деле. И в этом один из, потому что феноменов несколько, не один, а вот один из феноменов Ферид Мустафовны Ацамбо, потому что она всех этих людей хранила в сердце, на самом деле. И, в общем-то, любила. И, кстати, я вот сейчас рассказывал и вспомнил, значит, ее мама, она рассказывала, что у ее мамы такая была не привычка, а обыкновение. Она, ну, любого человека, которого она видела, она про себя благословляла. Я так понял, ну, Ферид Мустафовна дальше не продолжила, но я так понял, что, ну, было видно по косвенным, скажем так, признакам, что Ферид Мустафовна делала то же самое. Вот у нее от мамы это передалось. Благословляла даже не в каком-то конкретно религиозном смысле, там, православном или мусульманском, она была из мусульманской семьи, вот, а вот в таком, как бы сказать, общечеловеческом смысле. ИСА и вообще кафедра, где она работала, они сейчас не планируют мероприятия, связанные с ее столетием, и мероприятия перенесли на следующие годы. И, насколько я понимаю, это связывают с годовщиной Михаил Серафимович, который, насколько я понимаю, был ее большим другом, он скончался в этом году. И эти мероприятия как-то они перенесли, по-моему, в связи именно с этой ситуацией. И в будущем году, думаю, что в ИСА будут мероприятия, посвященные памяти Фериды Мустафовны и Михаила Серафимовича. И я, когда начала интересоваться, кого она из своих учеников очень любила, к кому она была очень привязана, кто мог бы о ней искренне сказать и так далее, мне назвали ваше имя. Вот так получилось наше с вами сейчас вот общение, которое происходит. И спасибо, что вы согласились на эту встречу, на эту беседу. И я вижу, что вы очень много личного из ее жизни тоже вот знаете. Вот я как-то видела в интернете фото от 2015 года. Она умерла, мы знаем, в 2016 году. Но ей было уже 93-94 года, значит. И вот в 2015 году видела фотографию, как она общалась со студентами, рассказывала им о Великой Отечественной войне. Вот в этой связи мне интересно, я знаю, что у них в семье была ужасная трагедия. Вот два ее брата, студенты МГУ, погибли в Великой Отечественной войне. Она вообще об этом что-то рассказывала? Она, ну, как обычно люди, она, может, непосредственно в войне не принимала участие, но пережившие войну, вы знаете, может быть, не так расположены об этом говорить, но я знаю точно, что каждый год 9 мая она ездила на Воробьевы горы, на Ленинские горы, к монументу, к памятнику тем выпускникам, студентам, преподавателям Московского университета, которые погибли во время Великой Отечественной войны, на которой на табличках памятных там высечены были имена двух ее братьев старших, и каждый раз возлагал там цветы.
еще один ее брат, если я не ошибаюсь, старший Хасан, он ну, в силу возраста, точнее, младший брат Хасан, в силу возраста он на фронт не попал, поэтому остался Мгм. жив и, собственно, всю свою жизнь прожил и проработал в Батуми, Мгм. где и похоронен. Вот для нее эта тема всегда была очень такая, ну, чувствовалась очень тонкая, очень сложная. И, в общем, она вот через эту потерю, о которой вы сказали, у своих братьев, собственно, война для нее самой была, ну, как бы, естественно, событием личным глубоко. Вот она, по-моему, рассказывала, если я не ошибаюсь, что сама она тоже медицинские курсы проходила во время войны. Вот. Поэтому для нее война – это совершенно конкретные люди, ближайшие члены ее семьи, которых не стало. Я связалась с ее племянником, вот как раз сыном Хасана, который живет в Батуми. Мы с ним были Александр, однокурсниками, учились вместе в одно время. Александр, да, Саша. И вот в этот день, когда я звонила, я поняла, что у них была какая-то суета, но все равно мы поговорили. Он сказал, что вот сейчас только что установили мемориальную доску вот в доме, где жила, значит, ну, живет их семья, и жила, значит, Ферида Мустафовна на улице Абусиридзе. Так что вот я не знаю, какая-то телепатия, что ли, почему я именно в этот день позвонила, когда это событие происходило, и, видимо, это было сделано как раз-таки, приурочили они к столетию со дня ее рождения. Фарида Мустафовна, вот, в общем-то, по ее учебникам училось столько людей. Это не только востоковеды учились, по-моему, все, кто учился на историческом факультете, во всех вузах Советского Союза, они учились по учебникам истории стран Азии и Африки, автором которых была она и ее коллеги. Поэтому ее влияние очень велико. Наверное, мы все как-то незаметно прошли. Вот, как говорил выдающийся византинист Оболенский, Византии уже нет, но она живет в нас. Можете ли вы сказать, что вот нет Фериды Мустафовны с нами сегодня, но она продолжает жить в нас, в ее учениках? Ирина, абсолютно так и есть. Особенности уникальные таких людей, поскольку, ну вот чем ты больше вкладываешь, тем ты больше получаешь. А она при своей жизни получила, я думаю, немало очень от своих учеников. Но их вот влияние таких людей, оно не заканчивается с их земной жизнью абсолютно. А оно, ну, продолжается как минимум столько, сколько живут ее ученики, потому что она в них вкладывала не только знания, но и душу. Вот у нее, как известно, своих детей не было, но у нее было очень много, и она сама, по-моему, так их и называла, вот этих таких научных детей, да, к коим я смелю себя, наверное, тоже причислять. И вот пока живы эти люди, которые, ну, самым главным, может быть, обязаны, помимо жизни, рождения вот Ферид Мустафны, пока читают учебники, о которых вы сказали, действительно, ну, я, так сказать, с институтом нашим давно не соприкасался, но я думаю, что вряд ли был написан какой-то более актуальный, более новый эффективный учебник, чем «История стран Азии и Африки». Наверняка уже за десяток, если не больше, переизданий выдержал. Но вот в этом живут такие люди, как Ферид Мустафна, и я думаю, что помнить о ней будут еще долго. Я вот о чем вы сказали, я этого не знал. Действительно, совсем относительно недавно ушел из жизни близкий ей человек, Михаил Серафимович Мейер, долгие годы бывший директором Института стран Азии и Африки. Вот, собственно, после нее он был, наверное, по старшинству следующим. И он в 16 году, когда ушла сама Ферид Мустафна, очень сильно переживал. Я надеюсь очень, что коллеги, все, кто знал Ферид Мустафну, все-таки этот юбилей не сейчас, так чуть позже отметят, потому что, ну, тут нет недостатка в темах, нет недостатка в людях. И отметят и годовщину ухода Михаила Серафимовича. Поэтому, я думаю, так и есть на самом деле. Это вот повторить это невозможно. Эту жизнь можно только прожить вот такой, какой она ее прожила. Спасибо вам большое. Мы вспоминали профессора Ацамба Фериду Мустафовну в связи со столетием, со дня ее рождения. С нами в эфире был ее ученик, историк
Антон Львович, который сегодня занимает ответственную должность заместителя начальника управления администрации президента России. И тем более, зная вашу занятость, вам очень благодарна, что вы пришли на этот эфир. С нами был Антон Львович Рыбаков. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое за память. Спасибо большое, что вспомнили перед Мустафом. Спасибо.